Праздник был организован Ассоциацией содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара совместно с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом и прошел в одном из крупнейших парков Юга России – Зеленый остров. На праздничные мероприятия были приглашены делегации из Абхазии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, а также представители абхазо-абазинской диаспоры Египта и почетный гость – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Абхазии Вито Гритани, специально приехавший из Италии. Сегодня День государственного флага Республики Абхазия. Я бы хотел поздравить весь абхазский народ, который сейчас находится в Абхазии и за ее пределами. Абхазская делегация состояла из 50 человек. Это спортсмены, начинающие журналисты, писатели, преподаватели из Абхазского государственного университета, а также представители Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара в Абхазии. Руководитель аппарата председателя Высшего совета Всемирно-абхазо-абазинского конгресса Кан Таня отметил, что такие мероприятия, несомненно, способствуют еще более тесному сближению представителей зарубежной диаспоры, проживающие более чем в 50 странах мира. Что такое наш флаг? Это символ, под которым и за который наши старшие сложили свои головы. Они под этим символом шли практически насмерть, отдали свои лучшие годы, всю свою молодость, свое будущее, свою жизнь. И сегодня мы, с одной стороны, обязательно празднуем, естественно, потому что наш символ, наш флаг – это светлое будущее в первую очередь. Но с другой стороны, мы никогда не должны забывать о тех героях, которые сделали возможным, в принципе, все эти сегодняшние праздники и все это сегодняшнее веселье. Очень хорошо, что с каждым годом абхазская делегация растет количеством, качеством она всегда хороша. И в Абхазии люди, и вообще в других странах проживания нашей диаспоры, все наши братья и сестры должны видеть, что это наш общий символ, который всех нас объединяет. Это наша общая гордость и радость. И поздравляю весь наш народ с этим великолепным праздником. Гостей угощали блюдами национальной кухни. Попробовав блюда, все отмечали их исключительную свежесть, натуральность и превосходный вкус. Звучало много музыки. Старинные абазинские мотивы не оставляли никого равнодушными. Культурно-спортивный фестиваль Абаза проходит в Черкесске ежегодно. С каждым годом география его участников расширяется, а праздничная программа становится более разнообразной и масштабной. Сария Гварацхеля, Камила Кирвал, Александр Чернов, Абхазское телевидение.